Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Традиционно октябрь считается месяцем борьбы с раком молочной железы, а 15 октября отмечается Всемирный день борьбы с раком груди. Цель – акцентировать внимание общественности на глобальных проблемах, связанных с онкологическими заболеваниями, об информировании людей, о профилактике, о раннем выявлении и лечении таких заболеваний. Мы поговорим сегодня. Гостья у нас в студии Елена Александрова, врач-химиотерапевт, заведующая дневным стационаром Якутского республиканского онкологического диспансера. Елена Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот рак молочной железы в структуре онкологических заболеваний женщин занимает первое место. Вот почему растет число таких заболеваний? Ну, действительно, сегодня мы говорим о раке молочной железы. Рак молочной железы действительно занимает первое место в структуре онкологических заболеваний. На ее долю приходится где-то 16%. Ну, если просто говорить, то каждая 8-я женщина имеет риск заболеть раком молочной железы. При этом нужно сказать, что болеют не только женщины, и мужчины тоже могут болеть раком молочной железы. То есть на 100 заболевших женщин приходится один мужчина. В Российской Федерации ежегодно выявляется где-то более 50 тысяч случаев рака молочной железы. Если говорить о нашей республике, в нашей республике выявляем ежегодно от 250 до 280 новых заболевших пациенток. Что касается, почему растет, ну, действительно, говорят, что рак молочной железы молодеет, растет, да, но статистика показывает одно, да, но статистика из года в год изучается, и все-таки по статистике уровень стоит на одном и том же месте, но есть тенденция к увеличению. А это связано в целом, наверное, с развитием медицины, с тем, что у нас есть сейчас возможности выявить рак на ранних стадиях. Также средства общественной массовой информации тоже работают. Женщины наконец-то обратили на себя внимание и обращаются за медицинской помощью. То есть очень часто рак молочной железы может развиваться как-то незаметно. Да. То есть люди даже могут о нем не знать. А вообще, вот какие основные факторы риска развития рака молочной железы? Факторов любой болезни, развития любой болезни, они банальные. Да? Это, конечно же, малоподвижный образ жизни может быть, да? Лишний вес, злоупотребление алкоголем, табаком. Также наследственный фактор тоже имеет место. Да? И нужно сказать, конечно, что гормональный фон, молочная железа напрямую зависит от гормонального фона женщины. Поэтому факторов развития рака молочной железы на самом деле много. Ну вот какие методы лечения рака молочной железы применяются сегодня? На сегодняшний день, конечно же, основной метод лечения рака молочной железы – это хирургический метод. Да? Но помимо хирургического метода есть лекарственная терапия и лечение облучением. Лекарственная терапия – это в целом понимание как химиотерапия. Сейчас понятие химиотерапии расширилось. Мы сегодня лечим, проводим гормональную терапию, химиотерапию с цитостатиками, таргетную терапию, иммунотерапию. То есть мы для каждой пациентки подбираем именно ее лечение по биологии ее опухоли. Ну вот в каких случаях, да, применяется химиотерапия при раке молочной железы? Ну, понятие химиотерапии, опять-таки, повторюсь, что понятие обширное, да, и в большинстве случаев, где-то более 70% случаев, лекарственная терапия бывает необходима. А вообще, вот есть ли какой-то, может быть, самый надежный, да, способ борьбы с раком молочной железы? Ну, конечно же, для нас, медиков, самый такой надежный способ борьбы с раком молочной железы – это превентивная диагностика. То есть диагностика заболевания до клинической стадии. То есть чем раньше мы выявим рак, тем раньше мы с ней справимся. Ну вот смотрите, да, вот какую профилактику, да, вести рака молочной железы может женщина самостоятельно? Ну и вообще, можно ли какой-то самодиагноз провести, да, то есть самим понять, может быть, есть какая-то опасность рака молочной железы? Ну, каждая женщина должна для себя понять, да, конечно же, наследственный фактор тоже имеет роль, да, каждая женщина должна для себя знать, болели ли ее родственники, мама, бабушка раком молочной железы. Если болели, то, конечно же, особое внимание должна уделять своим молочным железам, да. Что-то специально делать, чтобы не было рака молочной железы, конечно, такого нет, да. Ну, конечно же, это, опять же, повторяемся, вести здоровый образ жизни, жить в радость, обязательно должна быть материнство здоровое,
здоровое материнство, в сроки, да, не самые поздние, там, не самые ранние роды. Роды обязательно должны быть. Обязательно женщина должна кормить ребенка грудью. Вот, обязательно. Ну вот вообще рак молочной железы, насколько он поддается лечению? Ну, скажем так, ну, разговаривая с каждой пациенткой, с каждой первичной пациенткой, мы стараемся объяснить, да, что рак молочной железы – это не приговор. На сегодняшний день первые ранние стадии рака больше чем 90% излечиваются полностью. А что касается поздних раков, конечно же, ну, наша цель, задача онкологов превратить поздний, большой стадии рак молочной железы в хроническое заболевание. Такое же, как сахарный диабет, допустим, сердечная недостаточность. Да? Женщина может лечиться, долго лечиться, при этом быть, конечно, на постоянном лечении может быть, конечно же, на агрессивном лечении может быть, но с поздней стадии пятилетняя выживаемость сейчас больше 60%. Ну вот что касается симптоматики, да, с какими симптомами уже, может быть, стоит идти к специалисту, и вообще к какому специалисту стоит обращаться в первую очередь, если есть какие-то, может быть, подозрения на рак молочной железы? Ну, в первую очередь, каждый человек прикреплен к поликлинике своей. Да? Если какие-то есть жалобы по здоровью, есть свой участковый терапевт. Начинать надо с участкового терапевта. С гинеколога можно начинать. Да? Если женщина обнаружила самостоятельно какую-то опухоль молочной железы, она может совершенно спокойно обратиться в маммологический центр республиканской больницы, ну, если говорить в нашей республике, да, республиканская больница номер 1. Также она может обратиться в клинику «Белая роза», самостоятельно может обратиться, если она не смогла попасть в свою поликлинику. Также может самообращением обратиться к нам в онкологический диспансер. Ну, вообще, то есть можно сказать о том, что рак молочной железы в наше время это уже не приговор, то есть он уже лечится, рак молочной железы, да? Ну и, может быть, на что-то стоит обращать внимание в жизни, да, вот вы уже назвали какие-то определенные, да, факторы, то есть образ жизни, может быть, да, положительный, вот, может быть, какие-то продукты стоит применять. Кстати, есть же еще диспансеризация, вот, кстати, стоит ли ее посещать? Там как раз-таки проверяют женщин рак молочной железы или либо нет? Конечно, диспансеризация, обязательный медосмотр – это просто в нашей жизни это необходимость. Надо вовремя проходить медицинские осмотры. В каждом учреждении это есть. Ежегодно проводятся медицинские осмотры, да, со сбором крови, кому-то там по показаниям УЗИ молочной железы, у кого есть какие-то жалобы, более углубленное обследование могут пройти. Также, конечно, диспансеризация, женщина старше 40 лет должна обязательно проходить маммографию, ту же маммографию один раз в 2 года. Ну вот за последние годы, да, может быть, за десяток лет, за последние десяток лет, насколько вообще изменились способы лечения рака молочной железы, ну и рака в целом, да, поговорим о самой онкологии, в принципе. Ой, конечно, за последние 10 лет существенные у нас изменения получились. Да. Конечно же, медицина развивается, в том числе онкологическая медицина, наука развивается. Да. Появились новые препараты, как я уже сказала, мы каждому пациенту подбираем именно его лечение, да, именно по биологии опухоли. На основе молекулярно-генетического исследования мы проводим тестирование на наличие различных мутаций, допустим, да, и можем подобрать именно его лечение. С появлением таргетных препаратов, это наше лечение, долгосрочное лечение у нас, конечно же, продолжительность жизни более 5 лет, даже самыми такими страшными заболеваниями, как рак легкого, да, рак там, желудка, конечно же, у нас сейчас все идет к улучшению. Ну вот, да, вы как специалист, хотелось бы узнать у вас, с появлением Якутского онкологического диспансера, насколько у нас борьба с онкологией, да, может быть, улучшилась, насколько стало, может быть, лучше работать, проще работать, может быть, меньше пациентов становится? Ну, конечно же, в первую очередь изменения, конечно же, в лучшую сторону есть. Да? Конечно же, ну, диспансер – это условия труда, прежде всего, для работников, это условия для наших пациентов. Да? У нас увеличилось количество коек, у нас поликлиника тоже увеличилась, да? Поэтому такой очередности, как раньше было, у нас нет. И попасть к нам по записи, не по записи, там, через районного онколога и так далее стало доступнее на самом деле. Да? И мы стараемся придерживаться всех сроков обследования.
Поэтому лечение начинаем своевременно, владеем всеми возможными на сегодняшний день методами лечения. Также в диагностике тоже у нас достаточно такие, скажем, классное оборудование у нас поступило. А если говорить о районных больницах, да, вот насколько они оснащены возможностями лечения онкологии, насколько вы держите связь с районными больницами? Ну, на сегодняшний день в каждом районе у нас есть онкологическая служба. В 18 районах имеются центры амбулаторной онкологической помощи, где непосредственно проводится специализированная онкологическая помощь нашим пациентам, где пациент может получить любое специализированное лечение, то есть именно лекарственное лечение. Ну и в плане обследования, конечно же, у каждого района свои там возможности, да, где-то есть компьютерный томограф, где-то МРТ нет и так далее. И по возможности, конечно же, в каждом районе стараемся проводить базовые обследования. Конечно, а более углубленные обследования, естественно, у нас в стенах нашего онкологического диспансера. Ну вот ранее была такая практика, да, что якутянам приходилось выезжать в федеральные города, да, на лечение, может быть, на проведение каких-то операций. Насколько сейчас у нас вот в Якутске, в Якутии есть возможность проходить лечение, сказать, в своем регионе, без выезда куда-то за пределы республики? Ну, я могу уже смело сказать, что доля выезда за пределы республики на какие-то высокотехнологичные виды лечения у нас в разы уменьшилась. Высокотехнологичное лечение получают в стенах нашего диспансера, в том числе хирургическое лечение, в том числе лучевую терапию, тоже высокотехнологичную. Все это у нас пациенты имеют возможность получить здесь. А что касается лекарственной терапии, то все используемые лекарства в Российской Федерации, ну, по миру в целом, в принципе, у нас все есть в доступе. Ну, с появлением такого центра наверняка из регионов Дальнего Востока к нам приезжают на лечение, может быть, на обследование. Если в собственных регионах, может быть, нет подобных клиник, таких крупных клиник. А вообще, есть ли связь, может быть, с онкологами федеральными из московских центров, например, да, из Петербурга? Общаетесь ли, делитесь опытом, может быть, приезжают проводить операции у нас здесь, в Якутии? Конечно же, мы держим связь с федеральными нашими учреждениями. Непосредственно нас курирует институт Блохина, с кем мы держим очень тесную связь. Институт Петрова, город Санкт-Петербург, тоже мы с ними работаем. Работаем с Красноярском, работаем с Томском. В общем, со всеми крупными институтами онкологическими мы работаем. География обширная практически со всей России. Николай, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы на благо нашей республики. Спасибо большое. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.